Неприятный сюрприз преподнесла погода столичным райдерам. Велоспорт BMX и так считается экстремальным видом спорта. А тут еще в Москве 30 августа с утра зарядил дождь. Трасса на велодроме Марьинский стала мокрой и скользкой. И пройти такую дистанцию было невероятно сложно, особенно самым юным гонщикам. Несмотря на такую плохую и дождливую погоду, соревнования по BMX не отменили, и в них участвовало много спортсменов. Разумеется, в таких условиях возрастал фактор случайностей. Кому-то повезло, и во время заезда выглядывало солнце, а кому-то приходилось бороться не только с соперниками, но и с дождем. Однако очень приятно, что администрация школы Нагорная во главе с олимпийским чемпионом Александром Кириченко изыскали возможность в конце длительного летнего сезона провести эти состязания. Для кого-то они стали первым этапом подготовки к серьезным стартам будущего года, а для кого-то шансом доказать и себе самому, и тренерам, и болельщикам, что с лидерами можно не только соревноваться на равных, но и даже их обыгрывать. В общем, погода никак не остудила азарт юных райдеров. Скорее наоборот, они приняли вызов природы и сражались до последних метров трассы. Перечислить всех призеров состязаний невозможно. Ребята соревновались в большом количестве возрастных категорий. Отметим самых младших. У девочек 8 лет и моложе самой быстрой стала Людмила Чекунова. У мальчиков этого возраста заезд под проливным дождем не обошелся без обидного падения, а весь пьедестал почета заняли хозяева. Главный приз завоевал Егор Карачун. И такой успех местных райдеров, конечно, очень порадовал тренера и директора велодрома Марьинский Евгения Иванова. Из других финалов отметим упорную борьбу на трассе двух гонщиц из Красной Пахры в категории 12 лет и моложе. Первое место в итоге завоевала Виктория Савушкина. Очень интересный заезд был у юношей 2000-2001 годов рождения. Со старта вперед вырвался Никита Ермаков, который уверенно прошел коварные и скользкие виражи и имел солидный запас перед соперниками. Но уже на финишной прямой представитель велодрома Печатники Иван Филатов пошел в отчаянную атаку. Исход заезда решался в финишном створе, и первым все-таки приехал Ермаков. Наградой ему стали медаль и грамота, которую он получил из рук олимпийского чемпиона Александра Кириченко. Стоит обратить пристальное внимание на Кристину Сизову из поселка Красная Пахра. В своем заезде она не оставила никаких шансов 14-летним соперницам и уверенно завоевала первое место. Кристина крепнет не по годам, а по часам, и уже сейчас специалисты предсказывают ей хорошее будущее в велоспорте. Но все же Сизова – это, так сказать, послезавтра отечественного BMX, а наши ближайшие надежды мы вполне обоснованно связываем с Ярославой Бондаренко. Лидер российских юниорок не так давно стала второй в споре с сильнейшими зарубежными соперницами, но на домашней трассе она никому не позволяет себя обогнать. С будущего года Ярославе придется состязаться со взрослыми спортсменками, и лучшая юниорка страны ставит перед собой высокие, но вполне реальные цели. Чувствую радость, я же выиграла. Чувствую, есть еще над чем работать, есть еще к чему стремиться, ошибки. Отличный финальный заезд. Погода, правда, немножко плохая была, не подобающая. Но было все отлично, все готовились, все старались. Ну а что же юноши, выступавшие в самой престижной категории 17+? Их финал проходил под дождем и оказался богат на сюрпризы. Во-первых, одержавший в этом сезоне немало побед москвич Александр Катышев неожиданно финишировал только третьим. Во-первых, это конец сезона. Основные гонки уже прошли, и сил уже нет. Трасса была сложная, потому что вязла и мокрая была. И соперники были сегодня сильнее, чем я. Во-вторых, нельзя не отметить успех представителя Удмуртии Бориса Пономарева. Райдер из города Сарапул пересек линию финиша вторым и собирается в ближайшее время перебираться в Москву. А это значит, что у столичных гонщиков одним серьезным соперником будет больше. Конечно же, Олимпиада в 2016 либо 2020 году. Я думаю, каждый спортсмен стремится к Олимпийским играм. Я так думаю, над всем надо работать. Мы все равно. Ну и, конечно, стоит поздравить с блестящей победой Павла Малышенкова, который в такой серьезной кампании сумел финишировать первым. Самое главное не проскользить на старте и доехать до финиша целым. Вся вот это была проблема в этой сегодняшней гонке. Сложно было, так как практически уже весь сезон отгоняли и все основные соревнования прошли. Сейчас уже идет заключительные соревнования в этом сезоне, и нужно уйти в зиму более целым и без травм.
В заключении мы бы хотели поблагодарить сайт BMX Moscow.ru за предоставленные видеоматериалы и пригласить всех в День города на велодром Бутырский, где мастера BMX покажут себя во всей красе. Валерия Кихай, Дмитрий Журавлев, специально для программы «Спорт Стиль».